9-й день экспедиции начался с попрошайничества. До Зырянки нужно было минимум 2 тонны бензина. Учитывая местный ценник 38 рублей за литр, решили попробовать сделать ход конем. Под видом интервью пообщаться с директором речного порта Симчана и выпросить скидку на топливо. В основном нужно надеяться на себя. Продукты, главное продукты. Продукты, топливо, заправочная станция. Интервью директор дал, а вот скидку нет. Пришлось ехать на заправку и брать бензин по официальной цене. Наутилус и Авось ушли с территории порта и встали на пологом берегу, чтобы готовиться к спуску на воду. На подготовку ушел практически весь день. Смешали бензин с маслом, упаковали вещи и продукты. Затем начали собирать конструкцию. Надули бананы, установили транец и мотор. На длинном флагштоке, который в прошлой жизни был спиннингом, водрузили Андреевский флаг. Во время сборки на бананах обнаружили несколько проколов. Пришлось клеить. Впервые, которые я вижу, что спускаются вот на машинах по воде, это вообще был для меня нонсенс, когда я вот увидел в интернете, то сейчас каждый день по 5-6 раз я проверяю, сейчас будет самолет взлетать. Вот. Ну, до этого были, в основном по зимнику, были 2 японца на велосипедах, проезжали зимой. Был поляк, который шел пешком. Были немцы на машинах, на 2 машинах, которые ехали до Аляски, хотели переправиться, вот тип машин такой же был. В 9 вечера Наутилус был спущен на воду. Правда, плавание было недалеким. Из-за того, что топливо, это 400 лишних килограммов, пришлось взять на борт, увеличилась нагрузка на конструкцию и бананы просели. Вышли на берег, накачали их посильнее и снова в воду. Прошли вверх по течению, замерили скорость по GPS, больше 7 км в час не идет. По всем правилам пришвартовались к барже, а потом на берег. Отдельно хочется отметить колымских комаров. Столько, сколько их здесь, пожалуй, вы нигде не увидите. Стоит чуть задержаться на берегу, особенно у воды, как вокруг тебя тут же образуется завеса из москитов. Поэтому шинтоповцы лишний раз из машин не выходили. Или, теперь правильнее говорить, судно. Конструкция самодельного плота получилась внушительной и, судя по размерам, вместительной. На каркас установили настил из досок, и народ стал обживать новое пространство. Палатка, солнечная батарея, флаги. Но все же старт затягивался. Авось вновь укреплял конструкцию. Опять сварка и перетяжка. Утро 11-го дня началось со всеобщего брифинга. Как проводить водную часть экспедиции. Из тайм-графика выбились, конструкции не совсем надежны. Топливо на весь участок с собой не возьмешь. И самое главное, если амфибии зайдут не в ту протоку, то обратно им уже не выбраться. Груженные против течения они не выглядят. Поэтому идти решили пока до Зырянки. Это будет своего рода тестовый участок, и по его прохождению будет ясно, возможно ли совершить задуманное на все 100%. Командиры экипажей еще раз подтвердили, в случае опасности или поломки бросить амфибии. Условились также и по другим моментам. Впереди каравана на удалении не более 500 метров идет резиновая лодка разведки. За ней плот, на котором штурман экспедиции читает лоцию и предупреждает о предстоящих опасностях. В случае внештатной ситуации экипаж выбрасывает красный флаг. В 11:20 флаг был поднят, якорь выбран, и амфибии взяли курс на Северный Ледовитый. Водная часть экспедиции началась.